Необычные судьбы, уникальные возможности, невероятные факты. Люди, которые умеют удивлять. Реальная жизнь. Смотрите прямо сейчас. Лучший ювелир мусульманского мира, обладатель бриллиантового ордена Карла Фаберже. Его украшения есть среди подарков глав государств разных стран. Он делал пояс для инаугурации президента Казахстана. Королева Иордании носит его украшения. Енді мына жерлерін бітеп, не сияқты болып қалды. Көрмей бар. Берег Алибай. Золотые руки Казахстана. Фаберже и мастер Алибай. Какой язык их объединяет? Личные предпочтения королевы? И при чем тут Гай Юлий Цезарь? Астана. Выставка Экспо-2017. Этноаул. На этой площади собрались лучшие ремесленники Казахстана. В юрте мастера Алибая слышен стук. Он рассказывает, что его украшения носит королева Иордании. Вот ее фотография в Инстаграме. И уже целый год. Значит, нравится ей казахское украшение, говорит ювелир. У нее еще тяжелее был Сергей. И она сделала он себе вот сюда вот на ремень. Вот здесь кожаный сделала и сюда как бляшка. Вот видите? И браслет с кольцем носит она. С венценосной особой ювелир лично не встречался. Это был правительственный подарок. Но к выставке в Иордании уже готовится. Большая ответственность представлять свою культуру, уверен мастер. В 91 году инаугурация одевался президенту нашему вот этот пояс, который в Центральном музее сейчас в Алмате экспонируется. Пояс – это сакральная деталь мужской и женской одежды у многих народов. У казахов являлся оберегом и олицетворением жизненной силы. Их делали из кожи и бархата, расшивали драгоценными камнями и золотом. Он рассказывает о том, как серебро помогает снять стрессы, о том, что в старину женщина без колец не прикасалась к готовке пищи, этим металлом обеззараживали воду. Но его изделия говорят и сами за себя. Это верх изящества. Он первый в Казахстане, кого наградили бриллиантовым орденом Фаберже. Награждается орденом Карла Фаберже, почетным знаком бриллиантом, высшей наградой мемориального фонда Фаберже за особые заслуги и развитие ювелирного искусства Казахстана. Преемственность национальных традиций, высшие творческие достижения, создание национальной коллекции ювелирных изделий. Вот у меня самое дорогое звание вот Казахстанның еңбек сіңірген қайраткері, заслуженный деятель Республики Казахстан. Серебро и позолота. Вот раньше вот такие носили, вот, прям вот так, свадьба, вот в больших мероприятиях. Вот. Сейчас тоже вот наши, много просят тут такие, ну, полегче вариант. Объясняет, раньше женщины носили такую красоту, как оберег для отвода глаз. Многие серебряные украшения в годы Великой Отечественной войны были безвозвратно утеряны, сожалеет мастер. Целыми аулами женщины сдавали их как лом, чтобы страна победила. И как образцы ювелирного мастерства их уже не увидеть. Один саукуле 100 лошадей стоило. Один саукуле. Вот это украшения тоже. Вот до сих пор у нас бабушки говорят, вот такой, например, браслет приносит. Я вот за этот браслет Зергеру заплатил 10 верблюдей, говорят. Вот. 10 верблюд давал, 10 коней давал, вот так. Сейчас, говорит, такой товар потерял в цене, но спрос не остыл. Вот и в его мастерской горячо. Паяльная лампа, щипцы, молоточки и витиеватые узоры являются миру. Глаз не оторвать. На ходу я вот, в голове все. Начинаешь паять, уже все приходит вот так, вот. Эскизы, чертежи – их нет. Говорит, что работать по заказу не любит, мешает свободе творчества.
По словам Берика Алибая, все украшения, кроме эстетического великолепия, имеют и глубокий смысл. 3 джуза же у нас. Вот, старший джуз, средний джуз и младший джуз. В одном, это же как все казахи, нельзя делиться вот так. Мы вот так объясняем сейчас людям. Мы с одного корня вот так. Ага. Все. Один из 4 детей пошел по его стопам. Пока в подмастерьях, тайны профессии осваивает. Как и сам Берик, когда-то был в учениках у своего деда. Причем таланты наследника ювелирным мастерством явно не ограничены. Да, он переводчик у меня. И английский он знает. Он сейчас, вместо меня, он сейчас ездит за границу, вот мастер-классы показывает. Он уже, вот это прошлый год только был Япония, Сиане, вот Китай, Шанхае, Урумчи, потом в Берлине был. Вот это. Там вот инструменты берут выставку, и там сидит и показывает. Международную выставку туризма вот туда, вот, через министерство. Настоящие резные ворота. Здесь всегда рады гостям. Его двор словно восточный базар. Кувшины, сундуки, убранство для юрт и вьючных животных. Всего не перечесть. Этнографический музей. Это вот тоже древний самовар, керосиновый. Видите? Керосин сюда заливается, а здесь это вот такие самовары тоже, это же редкий самовар. А у меня есть восточные самовары. У меня самовары восточные, которые отцы этих самоваров. Я им для сравнения собирал. Вот, которые приезжают гости. Вот показываю вот старинные, вот, например, восточные самовары. И вот современные самовары тульские. Они все удивляются даже. Предметы быта, оружие, монеты, древние украшения. Собственным работам планирует целый зал посвятить. Во дворе ковры ручной работы. Здесь энергия человека, вот видите, месяцами, годами сидел здесь человек, вот прямо он свою душу сюда вклал. Это прям приятно, вот видите. А вот фабричных ковров ничего нету там. Она же станок же сделала, там энергии нет, наоборот, электролизуется она. Она магнетизируется, он вредный человек, например. Иностранцы почему покупают все вот ручные ковры? Вот они все знают. Вот у меня мастерские вот здесь. Но будут построены еще много желающих обучаться этому изящному искусству. Вот и в самой мастерской есть бесценный для ювелиров стенд, наглядное пособие. Я вот всем своим ученикам вот постоянно как показываю, как раньше вот наши деды как делали, это изучают вот это все. Техника здесь разная, техника разных регионов. Вот. Есть, которые люди это все расплавили уже, как это металл вот, используют. У меня рука не идет туда. Говорит, из его родного аула в Жамбылской области 40 односельчан в ювелиры пошли. Многие у мастера Алибая стажировались. Я делал в районе, вот, где родился. Там выставку, персональную выставку делал. Все вот это повез туда, выставку сделал. Что все же не могут в город ездить, выставку, там, музеях. Вот по улице тоже надо показывать, ездить надо. И там я подарил музею свои работы. Этнографические вещи, ковры, там, кувшины разные. Вот, как подарил музею. Устройство для шлифовки камней. Ему больше 100 лет. Теперь это дорогой музейный экспонат. Уникальный агрегат. До сих пор работает. Это шарок мы называли, шарок, да, шарок вот так крутишь. Здесь вот полировочный войлок или камень вот так видите? Да, вот. Здесь надо масло заливать. Каждый мастер он себе делал, видите?
Да, изготавливали сами себе вот инструменты. А вот и заготовки. Бирюза крепко посажена на гвозди. Этот камень находили и в коронах царских особ, и в амулетах простых солдат. В сочетании с сердоликом издревле используется в казахских украшениях. Вот этот сердолик, например, да, она омолаживает человека. Верили, что омолаживает, вот эту энергию дает, вот этот сердолик, вот, ислам, вот мусульманский камень, красный сердолик. Вот так вот шлифуется, потом полируется. В 80-е годы Берик Алибай стажировался в Талдыкургане на камнеобрабатывающем заводе. Туда со всего Союза камни свозили. Для кого-то отходы производства, для молодого ювелира все равно, что клад. Они прямо вот так резали, а остальные все выкидывали. Мы собирали вот это, до сих пор этим камнями не бросали, вот, работаем. Работал и на ювелирном заводе в Алматы, чернорабочим. Паял, полировал, чеканил. Это была хорошая практика. На 3-м курсе художественного училища, говорит мастер. А наши преподаватели не верили, что думали, о, вы все равно не будете ювелирами. Будете рисовать Ленина, писать КПСС, вот это, да здравствует. Рисовать не рисовал, а вот бюсты собирает. Вот они, стройными рядками стоят. Для иностранных туристов и коллекционеров. Правда, они проявляют больше интерес к истории более древней. Вот здесь полируем, вот так, видите, станки. Из Англии туристы были. Тоже он буду, это как экспонат. Вот так собирается музей, это экспонат. Это за один день не строится. За один день не соберешь столько экспонатов. Время нужно все. Его музей пополняется постоянно. Планирует, что один из залов так и будет называться «Зал древности». Браслеты, серьги, табакерки. А это уже собственные, эксклюзивные аналоги. И можно даже духи сюда, вот это, одеколоны, можно это. Сабли, ножи, богато украшенные, атрибут мужской доблести. Официальное распоряжение украшать военное оружие золотом, серебром и драгоценными камнями отдал еще Гай Юлий Цезарь. Он рассчитывал, что благодаря этому солдаты, даже если будут отступать, оружие не бросят. И оказался прав. Вот этот орден почетный ювелир мусульманского мира. С изумрудами. Это тоже вот не каждый год выдают. Вот дед у меня, который ювелиром. Видите, похоже немножко хоть. Похож. В первую очередь работоспособностью. Создает сам, а еще реставрирует вещи древних мастеров. За все годы ни разу так и не воспользовался привилегиями почетного гражданина. Ни в санаторий, ни на курорт так и не съездил. Я получил уже сколько? 8 лет назад. Я ни разу не был в санатории еще. Бесплатно я не получал. Никогда. Я вот возглавляю службу реставрации. У нас 25 человек. У нас реставрация по металлу, дерево, кожа и мягкие ковры. Вот лаборатория есть. Среди восстановленных вещей есть уникальный экспонат – чипан Абылай-хана, теперь в музее выставляется. Берик Алибай работает по своему профилю, красоту древних украшений возрождает. Многие говорят, вы не боитесь. Надо, это вообще любить надо. Любить надо, если ты любишь ее, если как он будет тебе плохо. Наоборот, он тебя будет радовать эти вещи. И его все это радует. Он знает цену прошлого – это опыт. Живет настоящим – это мудрость. Окружен вещами, которые прошли через человеческие судьбы. В них добро и теплота. Золотые руки мастера Алибая.